Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Как живет и чем дышит загаданный мужчина? Если есть такой мужчина, о котором бы вы хотели разузнать, кто вам люб, кто вам нравится, кто вам интересен, загадайте его, пожалуйста, на красный песок. Назовите его по имени и прям так спросите, как живет и чем ему дышится, что происходит в его жизни. И если вы готовы, я убираю Назар, попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на загаданного вами человека. Как он живет и чем он дышит. Так, ну этот человек, он, во-первых, занятой. Занятой, у него сейчас очень много планов, идей. Тут постоянно идут какие-то разговоры. Вот он и еще один человек, они вместе что-то постоянно там обсуждают, говорят, спорят. Но они, как, я не знаю, неразлучники, да? То ли они родственники, то ли они такие близкие друзья, то ли они бизнес-партнеры, коллеги. То есть, понимаете, тут работа полным ходом идет. Человек сейчас фокусирован на денежке, на реализации, на зарабатывании. Знаете, вот прям идет, да, что ситуация такая, что время его пришло, да, что нужно поактивничать и наконец-таки, да, получить то, что он заслужил. У этого человека очень много обширных планов. Планов много, голова работает хорошо, но почему-то вот реализация хромает. То ли он излишне скромный, то ли он за себя не может постоять. Да? Вот как, вот знаете, есть люди гениальные, которые там гениальные идеи продюсируют, да, но при этом они очень скромные, они не могут правильно донести свою гениальную идею. А вот этот его друг-товарищ, он очень такой, знаете, ушлый тип. Извините, что говорю ушлый, но вот прям так идет. Он такой, как змея, может везде пролезть. И один получается вдохновитель, а второй реализатор. Но вот этот, который приятель его, он очень много влияния имеет. И он прямо его воспитывает, да, вот он ему наставления дает, что нужно делать так, надо поступать так, ты должен так сказать, меня слушай. И ваш загаданный, он действительно его начинает слушать и не понимает, что он скатывается в полное управление от друга. Вот под управлением он сейчас находится, такой момент происходит. Но может оно и к лучшему, понимаете, ему действительно одному не пробиться, да, одному ему как-то не выбраться. Я думаю так, что тут в ближайшее время какой-то новый бизнес организуется. Бизнес, работа, дело успешное, денежное, но обманут. Вот друг его все-таки где-то да обманет. То есть друг получит больше денег, а он получит меньше. То есть вот такой момент будет. Угу. Знаете, что я вижу? Я вижу, что тот человек, которого вы загадали, он о вас думает. Он даже, у него что-то есть от вас. То ли предмет какой-то, то ли... вот, он все время куда-то смотрит. В телефон, может быть, в гаджет какой-то, там, где есть ваше изображение. То ли фотография есть с вами ваша, то ли аватарка ваша, может быть, там на WhatsApp, либо где-нибудь, да, вот что-то такое. Вот он любуется и все время вот что-то говорит: подожди. Вот, да. Этот человек, он вам что-то обещает. Вот у себя в голове он вам что-то обещает. А вот этот друг, он, кстати, против того, чтобы вы общались, потому что считает, что отвлекается, вот он на любовь отвлекается, что сейчас нужно дела делать, да, дела поделаем, вот он говорит, а потом говорит, что хочешь делай, хоть любись, хоть женись, там, хоть детей нарожай. То есть вот так вот он ему говорит. Почему он это делает? Ну да, это действительно потому, что нужно дело делать. А ваш романтик, вот тот, кого вы загадали, он очень романтичный. Вот он, знаете, вплоть до того, что, я не знаю, ему там случайно попадутся свадебные платья, вот он будет смотреть там и вас, вот ваш образ, да, вашу голову представлять к вот этим вот свадебным платьям, какое вам больше пойдет. Либо там, я не знаю, там какую-нибудь картинку увидеть тропического острова и сразу раз и в мечты, как он там вместе с вами на этом острове отдыхает. Вот такой мужчина. Так.
Давайте еще посмотрим, да, что у него, чем он дышит, да, чем он дышит. Что в жизни понятно, да, он весь в делах, в работе. Что интересно, я у него не увидела никаких других женщин, там ни в голове, ни рядом. Вот мужчина с ним рядом, и все, больше никого. И даже вас рядом с ним нету, больше идет, как он вас, ну, представляет себе. Чем дышит загаданный человек? Чем дышит загаданный человек? Так, ну, во-первых, он дышит самореализацией, первый момент. А второй момент, у него постоянно в голове вот картина свадьбы. Понимаете, вот он может быть даже выше вас ростом, у кого-то может даже конкретно он выше ростом. Либо он себе так представляет, что он намного выше ростом, чем вы. Вот, смотрите, мужчина стоит, да, в таком красивом наряде, и вы в таком красивом платье, вы вот как будто бы перед алтарем стоите, да, и как будто вот вас венчают. Вот такие у него представления, такие у него мечты. Мало того, смотрите, здесь за спиной ангел стоит, видите? У человека очень сильная защита, он, как говорится, береженный человек. И вот этот ангел, это его ангел, ангел-хранитель. Этот ангел-хранитель его по жизни водит и не позволяет ему всякие каки-бяки вмешиваться. И я вам больше скажу, у этого человека, смотрите, какая у него огромная корона в голове, да, на голове вернее. Этот человек великим или большим человеком станет, может быть большим бизнесменом, может быть какое-то открытие даже совершит, да, какой-то вот прям, ну, я не знаю, придумает что-то, как-то себя еще покажет, реализует. У человека большое будущее, он будет вот как коронованный человек, он станет. И знаете, у него большая миссия от Всевышнего ему возложена. Вы не простого человека загадали, вот как ни крути, человек непростой. Да, этот человек еще себя покажет. Но у него, смотрите, вот чем он дышит, с вами быть, вот чем он хочет. С женщиной быть в паре, в браке, в союзе. Причем ему хочется именно какого-то вот обеда, да, зарока, вот венчания, да, либо клятвы какие-то. Может там представлять, что у вас будет какая-то выездная там на природе, там брачная церемония. У него все мысли идут на то, чтобы венчаться, жениться, быть с любимой женщиной вместе. Ну и, конечно же, хотелось бы быть главным везде, во всем, уважаемым человеком хочется быть, хочется ему большую счастливую семью, чтобы была и семья, и родственники, чтобы все там, я не знаю, там на праздники собирались, друг другу были рады, улыбались, счастья хочется. Вот такой человек. Еще он материалист, да, здесь есть такое, денег хочется, дом хочется большой, такой прям большой-большой, как дворец. Хочется, чтобы машины были хорошие у всех, чтобы денег было много, чтобы можно было вам там, ну, звездочку с неба, да, достать да подарить. Всего этого хочется. Мечтатель, вот он мечтатель, и знаете, вот есть у него такая способность свои мечты реализовывать. У этого человека прекрасное будущее. Если он не собьется с пути, а сбиться он может. Знаете почему? Потому что он ведомый. Вот его могут люди плохие специально с дороги правильно избить, либо вообще обмануть. Поэтому очень важно ему иметь, ну вот скажем, подругу жизни, да, такую, которая будет давать дельные, правильные советы. Я так понимаю, что вы очень мудрая девушка, он вас высоко ценит, ценит ваш подход к жизни, ваш ум, острый ум, то, как вы живете, как вы распоряжаетесь своей жизнью. Ему это очень нравится. И он с вами, если где, когда общался, он у вас какие-то вот слова, либо выражения, либо мысли ваши, да, он себе записал на сердце, он ими пользуется, понимаете? Вы для него идете уже как учительница такая, да, которая его чему-то научила. Если вы с ним сойдетесь в пару, у вас будет очень хороший, счастливый брак. Да, при вашей помощи этот мужчина добьется очень высоких результатов. Вот так вот я вам скажу. Единственное, что мне не нравится, что здесь но есть вот, да, намек на то, что он может оступиться с выбранного пути. То, что он вот по какой-то слабости своей может, ну, в какие-то, я не знаю, может быть, там дебри заплутать, да, там, ну, алкоголь, либо еще что-нибудь другое, не дай бог. Это может быть у него как соблазн, потому что он человек соблазняющийся идет. Знаете, ему иногда так трудно справляться со стрессовыми ситуациями, и вот он понимает, что я все-таки не борец по жизни, да, я, может быть, там какой-нибудь там чудак, который
гением, обладает невероятной фантазией, я изобретатель, но я не борец. И его это очень сильно напрягает, потому что ну, менталитет такой, да, вот все привыкли, что мужчина там должен быть вот с такими бубенцами, постоянно ходить ими, там, звенеть, там, и подраться, и пободаться, а ваш нет, вот загаданный, он добрый, он открытый, и может он и выглядит большим, да, вот внешне, но на самом деле очень добрый, и драки, вот эти вот все склоки, это вообще не его. И когда он об этом думает, он чувствует себя немножечко как будто бы неполноценным. Да, вот такой момент у него может происходить. Но понятно, да, что мудрая женщина сможет такого мужчину убедить, что он особенный, да, и немужественность делает мужчину вот таким, да, вот быком, который там ходит, всех пугает, а наоборот интеллект, индивидуальность, умение правильно там выставлять свою речь, умение правильно подать информацию, заработать денег. Вот это делает мужчину настоящим мужчиной. То есть я вижу, что вы сможете этого человека немножечко, как знаете, обтесать, да, острые углы у него убрать, чтобы он сам себя не ранил, потому что этот человек конкретно может ранить сам себя. Вот, мои милые. Так что тут соблазны могут быть. Я не буду обещать вам тут шоколадных отношений с этим человеком, но то, что вы можете этого человека за руку провести через всю жизнь, при этом и он выиграет, и вы выиграете, это да, я вижу. Если вы в самом начале отношений, вот прям самое начало отношений, то у вас все будет хорошо. Пройдет немножечко времени, и этот мужчина, он уже как без вас не сможет. Вы будете его, ну, вкусняшечкой, да, он будет прям к вам все время тянуться и все время желать вас, да, вот быть с вами рядом, там, до вас дотрагиваться, улыбаться, смеяться с вами. То есть вот такое огромное желание к вам пойдет. И вы тоже, знаете, в нем будете растворяться. Вот он настолько сможет с вами разговаривать, в глаза вам смотреть, комплиментики вам отпускать, что вы прям будете чувствовать себя самой-самой, самой любимой, самой счастливой. Это хорошая пара, добрая пара. Дети у вас очень хорошие могут родиться. Либо вот кого возраст, у вас может быть и я не знаю, может, внука вы каких-то будете, вот его, ваших, вот как внуки будут, да, вот я просто вижу, что дети очень такие прям, вы себя вкладываете, свои души в этих детей, и воспитываете очень хороших, правильных, добрых детей. Так что, мои милые, тут очень хорошая картинка вышла, и мужчина очень мне нравится, но за ним нужно следить, да, чтобы он не скатился, потому что по какой-то, может быть, наивности, по доброте душевной он действительно может скатиться и потом и сам не заметит, как окажется на дне. Ему нужна сильная и умная женщина, а эта женщина — это именно вы. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.